Датой рождения кыргызского кино считается 17 ноября 1941 года. В суровые дни Великой Отечественной войны председатель Верховного Совета Республики Турабай Кулатов подписал постановление о создании Фрунзенской студии кинохроники. Первые кинооператоры Калсанов, Барковский, Герштейны, Авлошенко, Кочетков, Бурт и их ученики начинали снимать киножурналы «Советская Киргизия», которые рассказывали о трудовых подвигах кыргызстанцев. Через некоторое время киностудия переехала в здание конторы лесного хозяйства. В 50-е годы появились первые национальные режиссеры документального кино. Что удивительно, это были женщины. Фатима Мамуралиева, Лилия Турузбекова. В конце 50-х годов появляются долгожданные художественные фильмы о жизни кыргызского народа, в которых снимались замечательные кыргызские актеры Муратбек Рыскулов, Арсен Умуралиев и многие другие мастера. Фильм режиссера Пронина «Салтанат» с триумфом прошел по всему миру. Люди с восторгом и восхищением смотрели на исполнительницу главной роли Бакен Кадыкееву, и она на долгие годы стала кумиром зрителей. В начале 60-х годов на Кыргызфильме наконец появился автор, которого давно ждали. Это он, Чингиз Айтматов, по-новому показал жизнь кыргызов всему миру. Пожалуй, тогда и появились знаменитые фильмы, снятые на киностудии «Кыргызфильм». Первый учитель Андрея Кончаловского, который открыл зрителю талантливого актера Болота Бейшеналиева. Грамоту, арифметику. Вы должны готовиться к мировой революции. Ну, спрашивайте. В фильме молодого режиссера Ларисы Шипитько «Зной» дебютировал в главной роли юный Болот Шамшиев. Эти фильмы принесли кыргызскому кинематографу настоящую славу. Первым по-настоящему профессиональным режиссером кыргызского кино следует назвать Мелиса Убукеева, выпускника мастерской Сергея Герасимова. Именно он первым показал волнующую, сложную историческую драму кыргызского народа, которую он назвал «Трудная переправа». Верю я ему. В те годы выпускник ВГИКа молодой режиссер Геннадий Базаров уверенно снимает свой первый художественный фильм «Материнское поле». Этот фильм, снятый по одноименной повести Чингиза Айтматова, явился серьезной творческой удачей молодого режиссера. Удивительным по глубине и мудрости стал фильм Толемуша Акеева «Небо нашего детства». В этом фильме, как ни в каком другом, чувствуется безмерная любовь к родному краю. В память о великом кинорежиссере Толемуше Акееве киностудия «Кыргызфильм» названа в честь его имени. Настоящим открытием, высочайшим уровнем режиссерской работы стал фильм «Выстрел на перевале Караш» Болотбека Шамшиева. В этом фильме с особой жизненной достоверностью навсегда вошел в сердца зрителей художник по профессии, выдающийся киноактер по призванию Сюменкул Чокморов. Не плачь.
Ты ведь у меня джигит. Я хочу быть с тобой. Со мной нельзя. Здесь будешь жить. Мы и сегодня восхищаемся Сюйманкулом. Испытываем гордость и за него, и за других кыргызских актеров. Советбека Джумадылова, Таттыбыбу Турсумбаева. Очень больно, что наша Таттыбыбу, самая красивая актриса кыргызского кино, так рано ушла из жизни. В это же время на Кыргызфильме рождаются настоящие шедевры и в документальном кино. Это «Замки на песке» Альгамантаса Видугириса, «Мосты Дюшена» Герасима Дегальцева, «Почта» Бекеша Абдылдаева, «Путы» Карела Абдыкулова. Эти и многие другие фильмы завоевали множество престижных призов на самых различных кинофестивалях мира. Однажды знаменитый советский кинорежиссер Сергей Юткевич, посмотрев кыргызские фильмы, дал определение этому феномену, назвав его «кыргызское чудо». Так это определение и вошло в историю советского кино, так оно и осталось. Сегодня Кыргызфильм берет новый старт. У него появляются новые горизонты. Особенно важным и заметным событием стала встреча с кыргызскими кинематографистами государственного секретаря Кыргызской республики Адахана Мадумарова. Что должны сделать соответствующие органы, структуры? И эта программа должна утверждаться именно указом, распоряжением президента по развитию киноискусства Кыргызской республики. Пусть это будет национальным проектом по развитию киноиндустрии Кыргызской республики. Сегодня у кыргызских кинематографистов появилась надежда на возрождение кыргызского чуда. И именно после этой встречи родилась идея проведения первого Иссыкульского международного кинофестиваля «ШОС».